26 сентября в Самаре стартует первый всероссийский научный слэм – международный проект, направленный на популяризацию науки и исследований. Только от скучных научных конференций он отличается своей неформальностью. Битва молодых ученых проходит с юмором и музыкой. А местом проведения чаще всего становится ночной клуб. Получается что-то вроде научной вечеринки. В Самаре к участию приглашено 5 российских городов. Бороться за звание первый чемпион России будет и сыктывкарка Александра Исакова с исследованием «Не забывай свои корни, помни». Чем девушка решила удивить Самару, знает Таисия Шляхтина. Перед отъездом в Самару аспирантка Сыктывкарского госуниверситета прогоняет подготовленную презентацию. Последние штрихи к выступлению приходится добавлять прямо на рабочем месте. Днем девушка работает на радио, а вечером занимается языкознанием. Свою научную диссертацию она посвятила изучению коми-мифов и тому, как сейчас жители Коми используют имена известных героев. Они у всех на слуху, но чем прославились персонажи, многие не знают. Кыртайка как раз из таких. Можно сказать, бренд Карткироса. Вот, например, молочный завод местный сделал его рекламным лицом сыра или молочка. Ну, много таких наклеек есть. А знаете, чем Кыртайка вообще прославился? Он был разбойником. Он останавливал купеческие корабли, грабил их. Тех, кто не хотел отдавать дань, тех топил. Митча Райда – привычное название парикмахерских или конкурса красоты. На самом деле героиню по преданию похитил и убил Ягморт. И таких несуразиц множество. О героях легенд Александра уже рассказывала на научном слэме в Сыктывкаре. Правда, для самарской публики номер пришлось серьезно изменить. Девушка много переводила с коми-языка и долго работала над тем, чтобы адаптировать незнакомые мифы для молодежи из других регионов. Но потраченное время девушке не жаль. Слэм призван показать, что ученые – это не какие-то люди в толстых очках, которые сидят возле пыльных книг, в библиотеках. Это обычные люди, такие же, как и все остальные. На слэме участвуют молодые ученые, то есть это бывшие студенты, бывшие весельчаки. Кстати, веселить Александра умеет. Будучи студенткой, девушка несколько лет играла в КВН. Она убеждена, смешно значит хорошо. Юмор помогает лучше понять и запомнить информацию. А если речь идет о науке, то шутки – помощники незаменимые. На слэм люди приходят не только подумать, но и расслабиться. Фишкой выступления в Самаре станет песня на коми-языке. Кстати, научная жизнь в Сыктывкаре уже 2 года как гораздо веселее. В столице Коми Science Slam проводится уже дважды. В основном я работаю с Коми-научным центром, то есть зрителю всегда интереснее слушать настоящего ученого. Поэтому я работаю с Советом молодых ученых, с институтами Коми-научного центра и пытаюсь найти действительно ребят, которые сидят, занимаются там уже годами одним маленьким исследованием, и уговариваю их на то, что действительно очень важно рассказать об этом остальным. В Самару организаторы решили отправиться вместе с участницей. Поддержка своих там не помешает, тем более, что Александра среди слэймеров единственная девушка. А конкуренты более чем достойные, есть даже представитель Роснано. Таисия Шляхтина, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывкар.